Время новостей на АТР вы смотрите «Заман». 20 ноября, 1362 день аннексии Крыма. В студии София Абляева. Добрый день. В поселке Кольчугино, это в оккупированном Крыму, из арендованного жилья выселяют семью Сетнебиевых. Как сообщили АТР, крымско-татарские активисты, судебные приставы нагрянули в дом утром без 15:05. Показали решение суда. Сейчас семья должна освободить помещение. Крымско-татарские активисты обещают помочь. Действия силовиков называют незаконными. Они ворвались ко мне во двор, перепрыгнули через забор. Я когда уже открывала входную дверь, уже 2 ОМОНа стояло с оружием возле моих дверей. Они меня заставили открыть калитку, их ворвалось 10 человек в форме и 2 женщины в форме. Сказали, чтобы за 10 минут собрали паспорта, одежду и выселялись. То, что мы там пристроили, нам вытащили к соседям прямо в гараж. Дождь льет. Все вот, половина вещей на улице, половина в гараже. В общем, вот так вот мы выехали, закрыли двери они, вот то, что мы из дома вытащили. И вот мы остались на улице. Украина получит от США современное вооружение, не только «Джевелина». Об этом заявил Павло Климкин, министр иностранных дел Украины, на форуме безопасности в канадском Галифаксе. Он призвал весь мир выступить единым фронтом против российской агрессии. Сейчас россияне распространяют дестабилизацию в Грузии, на Донбассе, в Сирии, Северной Корее. И в дальнейшем это может распространиться на другие регионы. И мир должен выступить в этой борьбе единым фронтом, заявил глава МИДа. We will definitely get more defensive weapons and military equipment in the future. В будущем мы точно получим больше оборонительного вооружения и военного оборудования. Нам нужно это оборудование, логистическая поддержка и тренировки. Кроме всего, это взаимовыгодно. Мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об отдельном элементе пазла, не только о джавелинах. В Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны одобряют решение Соединенных Штатов. В свою очередь обещают, что будут работать над тем, чтобы на вопрос безопасности было выделено 5% ВВП. А нічого не заважає Сполученим Штатам розпочати процес надання летальної зброї. Жодних юридичних немає проблем. Є лише політичне рішення, яке зараз проходить остаточну версію затвердження. С сегодняшнего дня прокуратура теряет право проводить расследования против чиновников, правоохранителей и судей, поскольку эти полномочия переходят к Государственному бюро расследований, которое до сих пор не создано. Продолжить соответствующие полномочия прокуратуры депутаты на прошлой неделе так и не смогли. Заместитель председателя комитета по вопросам противодействия коррупции Виктор Чумак назвал это процессуальным пробелом, но катастрофы в этом не видит. Нічого страшного, нічого на землю небо не впаде і море з берегів не вийде. От, в принципі, я думаю, що деякі справи можуть бути просто-напросто, вони не можуть піти в суд, тому що суд буде приймати справи як неналежні нові справи, да, які будуть зараз порушені від сьогоднішнього дня. А всі ті, які вже розслідуються, вони будуть розслідуватися і далі. Тут нічого страшного не відбувається. А вот в международной правозащитной организации Transparency International Украина отсутствие органа, который бы расследовал преступления чиновников, назвали катастрофой. По словам Андрея Марусова, в стране появилась каста неприкасаемых. Решить правовой пробел могут депутаты. Для скажімо, тих, хто може скоїти важкі злочини, да, але вони займають ті чи інші високі посади, то вони будуть відчувати себе просто-напросто безкарними. Вони можуть робити все, що завгодно. Оскільки через цей правовий вакуум, а насправді просто через бардак в державному управлінні, у нас немає органу, який має розслідувати, який має повноваження для розслідування цієї категорії злочинів.
Стрельба в Днепре. Накануне ночью неизвестный в Балаклаве открыл огонь по группе людей. 4 человек ранены, 1 в тяжелом состоянии находится сейчас в больнице Мечникова. По словам правоохранителей, на месте преступления обнаружены гильзы от патронов 12-го калибра. По словам пострадавших, они пили кофе на стоянке у супермаркета. Возле своего автомобиля вдруг подъехала БМВ. Из авто вышел неизвестный мужчина в балаклаве и начал стрелять. Опознать нападавшего пострадавшие не смогли. Невідома особа в балаклаві під'їхала на автомобілі, здійснивши близько 10 пострілів в бік групи осіб. Попередньо він дійсно був один, з них з місця пригоди, попередньо на автомобілі БМВ. Слідчими відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. Зараз триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини події. Тюремное свидание в Лефортово. Украинского журналиста Романа Сущенко навестили супруга и дочь. Подробности в телефонном интервью нашему телеканалу рассказал адвокат Марк Фейгин. По его словам, пообщаться с семьей пленнику Кремля разрешили ровно час по телефону через стекло. Говорили о бытовых моментах. Разговаривать об уголовном деле было запрещено. Следующее свидание состоится в конце декабря, начале января, как раз накануне суда. Корреспонденты агентства «Укринформ» обвиняют в шпионаже. По словам адвоката, судебный приговор по этой статье может предусматривать 20 лет колонии. Сейчас у нас этап ознакомления с делом идет по статье 217 УПК. Мы с Романом знакомимся, значит, с материалами. Вот на 4-м томе мы сейчас из 10 томов сегодня вот тоже пойдем на ознакомку. Мы вместе с ним будем смотреть 4-й том. Ну, по окончании знакомства дела, возможно, это будет уже в начале декабря. Дело будет обвинительное заключение, следствие передаст в прокуратуру, там утвердит и передаст дело в суд. Так что можно ожидать начала суда. Там, предварительное слушание в конце декабря, может быть, уже после январских длинных каникул, после праздников. Очередного украинца представители КГБ задержали в Беларуси. Об этом сообщает интернет-издание «Левый берег». Речь идет о руководителе предприятия «Завод утяжелителей» Александре Скибе. Известно, что 15 ноября Скиба приехал в командировку на тракторный завод в Минск. Домой он должен был вернуться в тот же день, но на следующее утро позвонил жене с белорусского номера и сообщил, что его задержали спецслужбы. Это уже 3-й за полгода украинец, которого задерживает КГБ Беларуси. 4 августа там исчез Павло Гриб, который впоследствии оказался в следственном изоляторе Краснодарского края Российской Федерации. 25 октября в Минске задержали корреспондента украинского радио Павла Шаройка. Его обвиняют в шпионаже. Украина все чаще отказывает мусульманам из России в получении политического убежища. Об этом сообщает Ассоциация мусульман-беженцев «Азан». По ее словам, это приведет к тому, что мусульмане будут вынуждены вернуться в Федерацию, где их ждет преследование по религиозному признаку. На взгляд украинцев, они являются политзаключенными, а на взгляд властей Российской Федерации они являются террористами. И если крымчане для вас, те, которые сегодня находятся в местах лишения свободы, являются террористами, тогда логика того, что пограничники не пускают на территорию Украины повешенным ярлыки террористов и экстремистов Российской именно Федерации, тогда вы правы. То мы террористы и экстремисты. Процент тех, кому предоставляется убежище, это 12-14% от общего количества обратившихся за убежищем. Это без разделения по религиозному признаку, то есть всех. Я думаю, что к мусульманам отношение более жесткое, больше предубеждений и стереотипов. Я думаю, количество мусульман в процентном отношении будет еще меньше.
Вечный огонь в Киеве снова залили цементом. Кроме того, на этот раз еще и установили посередине крест. Это произошло в ночь на 20 ноября. На видео, которое зафиксировала камера наблюдения, видно, что группа людей, а именно 7 или 8 человек, погасила огонь, и над мемориалом потянулся дым. Видеозапись уже передали нацполиции. Подачу газа утром возобновили. 2 недели назад вечный огонь у могилы неизвестного солдата в Киеве залили цементом. Тогда конструкцию разобрали, чтобы восстановить мемориал. На этом пока все. Следующий выпуск «Заман» смотрите уже менее чем через час. Оставайтесь с АТР.